Сэмэн Хундатонухот в своем инстаграме опубликовал пост о том, как, освоив и начав практиковать бурятский счет, можно быстро освоить бурятский язык. Ну, поскольку речь об этом зашла, то, наверное, имеет смысл рассмотреть сам бурятский счет. Давайте рассмотрим, как это выглядит. Итак, друзья, освоить счет по-бурятски гораздо проще, чем счет на русском языке. Дело в том, что для того, чтобы освоить бурятский счет, достаточно выучить единицы и десятки. Ну и знать, как будет 100, 1000, миллион. Кроме единиц и десятков, все подчиняется строгой логике. Давайте начнем с единиц. Итак, начнем с первого числительного тык. Тык означает 0. Я думаю, это слово знать полезно, поскольку, к примеру, на Бурят ФМ, на Бурят ТВ это слово часто употребляется, особенно при названии номеров. Поэтому запоминаем, что тык это 0. Теперь, собственно, счет. Итак, ныгын, хойр, горва, дурва, тава, зурга, доло, нема, юга. То есть от 1 до 9. Здесь обратим внимание на то, что на ихиритском диалекте 6 будет йорго, а на диалекте хангодоров 6 будет жорго. Ну, в принципе, зурга, йорго и жорго, они очень похожи. Поэтому мы, наверное, остановимся на литературном варианте. Оставим 6 зурга. Итак, 1 ныгын, 2 хойер, 3 горва, 4 дурва, 5 тава, 6 зурга, 7 доло, 8 нема и 9 юга. Теперь перейдем к десяткам. 10 по-бурятски будет арва. И дальше десятки, они образуются от единиц, то есть от той же основы. Например, если 2 это хойер, то 20 будет хоре. Хоре. Соответственно, 30 будет гоша. То есть 3 это горова, 30 это гуша. Соответственно, 4 это дорова, 40 это душа. Дальше. Тава это 5. 50 очень похоже. 50 будет табе. 50 табе. Ну и дальше 6 будет зурга. 60 не очень похоже, но если вспомнить вариант жорго, то в принципе 6 и 60 очень похожи. 60 будет жара. 60 жара. 7 доло, а 70 дала. Теперь 8 у нас нема, а 80 будет нае. И теперь 9 юга, а 90 еры. Конечно, 9 и 90 на бурятском не похожи, но тем не менее это можно легко запомнить. Итак, 90 будет еры. Звучит точно так же, как звучит глагол еры приди. Теперь, друзья, нам остается понять, как будет по-бурятски 100. 100, я думаю, все знают, как это будет. 100 будет зу. Нагын, арва. Зу.
Теперь, друзья, нам нужно обратить внимание на один очень интересный нюанс. Вот, начиная от цифры хойер до цифры юг, мы произносим без, точнее, начиная от цифры гурба, мы произносим без буквы «н». Но иногда считают и с буквой «н» в конце слова. Допустим, горван, дорван, таван, зорган, долон, неман и юган. Но я рекомендую при счете букву «н» опускать, поскольку это позволяет понять логику добавления этой буквы «н». Эта буква «н», когда она добавляется, она несет в себе вполне конкретный смысл. Допустим, когда мы хотим связать десяток с единицей, да, то есть сказать 12, нам достаточно арва связать с единицей хойер. Но для того, чтобы они соединились друг с другом, да, мы в конце слова арва добавляем букву «н». И в результате у нас получается арван хойер, то есть 12. И ровно по этой же логике связываются все десятки с единицами. То же самое с сотнями. Допустим, мы хотим сказать 133. Да? Мы берем зу, добавляем букву «н», получается зум, добавляем гуша, получается зум гуша, то есть 130. Теперь зум гуша связываем с горба путем добавления буквы «н», опять же, и у нас получается зум гушин горова, то есть 133. Теперь, для того, чтобы нам сказать 200, 300, 400 и так далее, не надо учить эти слова. Достаточно сказать хойрзу, горванзу, дорванзу и так далее. И последнее число перед числительным 1000 у нас, соответственно, будет югынзу, ерын, югы, то есть 999. 1000 будет мянга. Мянга, то есть 1000, отличается тем, что при связке 1000 с сотнями, единицами, десятками и так далее, «н» к слову мянга не добавляется. Допустим, мы хотим сказать 1111. Соответственно, у нас будет мянга, зум, арван, ныгы. Есть еще один нюанс со словом ныгын или ныгы. Вот это ныгын с буквой «н» используется только при счете, то есть ныгын, хойер, городорва и так далее. А во всех остальных случаях вот эта буква «н» у слова ныгын выпадает. Допустим, 21 будет хорин ныгы. И осталось нам еще одно числительное миллион определить. Последнее число перед словом миллион будет югын зум, ерын югын мянга, югын зум, ерын югы. И само слово миллион будет выглядеть как сае. В принципе, это слово знать полезно, поскольку там же и на Бурят ТВ, и на Бурят ФМ это слово достаточно часто используется. Этому, к сожалению, способствует инфляция. Так что это слово знать полезно. Итак, друзья, вот, собственно, и все, что представляет из себя бурятский счет. Я уже писал о том, что освоив и начав регулярно практиковать бурятский счет, вы начнете со временем обходиться без перевода с русского языка. И таким образом вы уже начнете считать как носитель бурятского языка. Соответственно, это поможет вам гораздо быстрее освоить уже непосредственно весь бурятский язык. Считайте по-бурятски, осваивайте бурятский язык. Дахин лозатара, барьте.